11 апреля – день выборов в Кыргызстане. Есть надежда, что соотечественники проголосуют за наиболее достойных кандидатов 448 местных советов. До этого участвующие в выборах партии должны подробно представить свои программы. На это уйдет 1 месяц. Согласно закону, агитация в городские кенеши начнется 12 марта, а в айыльные кенеши – 22 марта. Саяси партиялар жана талапкерлер мыйзамда каралган. За 30 календарных дней до выборов в городские кенеши проходят агитационные кампании. То есть агитационные кампании по выборам, которые пройдут 11 апреля, должны будут завершиться до 8 утра 10 апреля. Также средства массовой информации должны быть аккредитованы ЦИК. В настоящее время ЦИК ведет переговоры с государственными телерадиокомпаниями о проведении дебатов и круглых столов для кандидатов в Бишкеке и Аше. Остальные 26 кандидатов в депутаты городских кенешей будут обсуждаться в региональных СМИ. В связи с эпидемической ситуацией в стране люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, защищать себя, носить маски, использовать антисептики при большом скоплении людей. Представители зарубежных средств массовой информации, религиозных организаций и благотворительных фондов не вправе участвовать в избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия призывает не нарушать вышеперечисленные требования во время агитации. При нарушении вышеуказанных правил выдается первое предупреждение. Если это повторится, политическая партия, скорее всего, будет исключена из избирательной кампании. Как вы помните, среди кандидатов он организовывал концерты, спектакли, собирал всех избирателей. Даже если он приглашал людей на большую аудиторию, у него все равно была возможность анонсировать свои платформы и свои программы. Теперь избиратели задаются вопросом, какая партия имеет самый сильный потенциал. У граждан есть 1 месяц на то, чтобы сделать свой выбор, основываясь на мнении. За это время компания может предоставить подробный анализ своих программ и платформ. При этом граждане интересуются, кто может избирать депутатов в городской и сельский совет. Первоначально в выборах депутатов этих местных советов может участвовать член местного сообщества старше 18 лет, зарегистрированный биометрически и включенный в список избирателей. В каждом городском совете или аильном кенеше должен быть член местной общины, проживающий в этой деревне или городе. Лицо, которое зарегистрировано в этом городе или деревне и имеет отметку в своем регистрационном паспорте, может быть членом местного сообщества. Следовательно, необходимо иметь вид на жительство. Фактически списки избирателей были вывешены на всех избирательных участках. Граждане могут пойти туда или посетить tizme.gov.kg, ввести свои имена и узнать, на каком избирательном участке они находятся. Если вы не войдете на избирательном участке, вместо регистрации вы имеете право войти в список избирателей, перейдя на соответствующий избирательный участок и написав заявление. Воспользоваться этой возможностью можно до 27 марта. Аян Аманова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.